Дорогие друзья, поздравляю вас с открытием международного фестиваля «Альма-Матер» имени Льва Пантелеймоновича Куракова. Как отмечено в информационном бюллетене об этом мероприятии, организаторами его были Ассамблея народов Чувашской Республики в лице создателя и председателя Куракова Льва Пантелеймоновича и РОЧР – Общество дружбы, сотрудничества между народами Чувашии и Палестины в лице президента организации доктора права Аль-Балуи Басам Фатхи. Сегодня международный фестиваль носит имя Льва Пантелеймоновича Куракова, имя отца народов, как его звали, так как первые студенты приехали на обучение в Чувашию более 30 лет назад. Кураков Лев Пантелеймонович, который ушел от нас около 2 лет назад, замечательный человек, великий организатор, знаменитый ученый, академик, профессор, доктор экономических наук, лауреат многих международных премий, крупный политический деятель, эколог, социолог, культуролог. Можно перечислять множество его заслуг перед нашим обществом. Он примкнул к международному экологическому движению «Живая планета», еще будучи ректором Чувашского государственного университета в 2005 году. С 2005 года это движение прошло определенную стадию развития. В тот период массовое участие в проекте приняли сотни специалистов. Было создано общество «Добрые люди мира» и сформированы фонды, позволившие создать общественные академии МАОН, Международная академия общественных наук, МАМ, Международная академия меценатства, МАКИ, Международная академия культуры и искусства, и чуть позже МАГИУ, Международная академия глобального информационного управления, которую возглавил Лев Пантелеймонович Кураков. Он также стал председателем Объединенного ученого совета международных общественных академий и вице-президентом Международного экологического движения «Живая планета». Что касается начала наших с ним взаимоотношений, скажу, что какое-то время мы, как говорится, ходили параллельным курсом. На многочисленных форумах и заседаниях он, как правило, был в президиуме, а я был участником. Но все чаще и чаще в перерывах и в кулуарах мы разговаривали на разные темы. Ему было интересно участие в общественных движениях предпринимателя, который, кстати сказать, прошел огонь, воды и медные трубы, работая в госсекторе до 90-х годов во времена СССР. Я много лет работал в проектно-технологических организациях, сначала в системе Минэнерго, а затем в системе Минатома, тогда это был Минстридмаш. Разговоры наши были свободными, критическими и совершенно открытыми. Он великолепный собеседник. Несмотря на свои заслуги и звания, умел выслушивать собеседника, смело и критично высказывался по разным вопросам, по экономическим и даже политическим. При этом всегда присутствовал юмор и точная оценка по конкретным вопросам. Лев Пантелеймонович с интересом слушал мои рассказы о моем труде, о моей трудовой деятельности, об общественной жизни, включая мою работу депутата муниципального собрания в Москве и о том, как получилось, что я вошел в группу специалистов Международного экологического движения «Живая планета». Особо хочется отметить его пристрастие к изданию книг по экономике, экологии, социальным вопросам. Он придавал огромное значение издательству и популяризации науки. Для этого он привлекал специалистов из нашей среды, в том числе и меня. Когда смотришь на послужной список Льва Пантелеймоновича, представляешь, каким сложным мог быть его трудовой путь, в том числе взаимоотношения с различными управленческими и политическими структурами. И то, что он достиг в своей жизни огромных результатов и всегда был, что называется, над обстоятельствами, говорит о его невероятных человеческих возможностях, о силе его духа, твердой вере в человека, в дружбу, в справедливость и в лучшее будущее. Его неожиданный уход от нас – это колоссальные потери для нашего сообщества, для России, для Чувашии, для его близких друзей и соратников.
Его активности, его огромного потенциала всем нам не хватает. Результатов его деятельности в то же время хватит на много-много лет вперед и для многих поколений. Одним из важных моментов является для меня то обстоятельство, что Лев Пантелеймонович познакомил нас с доктором Басамом, с которым мы успешно взаимодействуем, продолжая дело Куракова Льва Пантелеймоновича. Ну и перед завершением еще несколько слов. Передо мной книги, в том числе с дарственными надписями. Одна книга «Экологическое образование и воспитание школьников», что очень важно, и другая с благодарственной надписью «Это ректор, это призвание». Последнюю книгу он мне подарил, называется «Эпоха разума, эпоха гуманизма и чести». Он не успел ее подписать. Я очень дорожу этими совместными изданиями. Было издано много книг совместными усилиями. Но есть книга, которая особо дорога. Она называется «Великая Россия. Российская биографическая энциклопедия». На странице 231 биография Куракова Льва Пантелеймоновича. На странице 508 моя биография. Это биографии действительных членов Европейской академии естественных наук. Это очень дорого и почетно для меня быть в одной книге с великим человеком. Я желаю всем участникам фестиваля «Альма-Матер» мира, добра и огромных успехов в вашей деятельности. Я хочу обратить внимание, что и президент нашей страны Владимир Путин говорит о том, что у нас единый многонациональный народ, единая нация. Это самое главное составляющее. Если это есть в душе каждого человека, в сердце каждого человека, никакие войны не возникнут, никакие противоречия, никакие конфликты. На земле будет мир, согласие. Мы, к сожалению, сейчас чувствуем, что на одном участке земного шара, в одном направлении, в другом направлении возникает противоречие, конфликт, ситуации. Основой этих конфликтов является непонимание. Нет единства между народами. Одной из причин именно это является. И поэтому в нашей республике, как вы знаете, мы вместе с вами работаем. И эту книгу, кстати, вы издали в подарок Днем народного единства. У нас скоро будет большой праздник. 4 ноября встречаем большой праздник, День народного единства. Это, конечно, праздник, это не один день. Это праздник в душе, как мы говорим, Доме дружбы народов, Ассамблее народов Чувашской республики. Это в душе каждого человека каждый день. Он утром проснулся, думает, как делать добро другому человеку. И это важнейшая составляющая нашего возрождения, нашего сохранения, приумножения нашего духовного, культурного богатства. Сегодня в памяти о великого сына чувашского народа Куракова Льва Пантелеймоновича проводится международный фестиваль «Альма-Матер», который он являлся его крестным отцом. Кураков Лев Пантелеймонович это был таким человеком, и он будет всегда. Такие люди, как Кураков, они уходят, они остаются, их идеи остаются. Человек может физически уйти, но его идея, его мысли, хорошие, добрые мысли остаются. Кураков был совесть народов Чувашия и Россия. Кураков был человеком, который сделал мир лучше. Человек – праздник. Где бы он ни присутствовал, там был позитив. Куда бы он ни шел, там он приносил с собой радость. Кураков Лев Пантелеймонович – это человек, который вошел в историю как объединитель народов Чувашия и России. Он относился ко всем, как к своим детям. Он был очень заботлив. Кураков Лев Пантелеймонович – это просветитель чувашского народа и продолжатель дела Ивана Яковлевича Яковлев. Он очень много сделал для того, чтобы развивать образование в Чувашии.
Он десятки тысяч помог получить высшее образование. Этим самым он поднял авторитет и чувашского народа, и народов России. Он еще готовил кадров для зарубежом. Тысячи выпускников ЧГУ, которые он руководил, которые впервые принимали иностранных и оказались палестинских студентов, уже работают в разных странах на руководящих должностях, очень нужные кадры. Сегодня, вспоминая его, в память о нем организуется это мероприятие, и студенты-иностранцы сюда приглашены для того, чтобы им рассказать, кто был инициатором того, чтобы они сюда приезжали в Чувашию учиться. О Куракове сегодня будет идти речь, о человеке, который простил всех в жизни, которые его предали. Пока он им делал добро, они ему ножи в спину. А все равно он ушел из жизни, прощая всех, и простил всех, и показав самый лучший пример, каким должен быть человеком. О Куракове уже 2 года почти как ушел, 21 декабря 2020 года, мы уже провели за это время множество мероприятий, в котором его упомянули. Кураков не надо вспоминать только в день рождения или в юбилей. Кураков надо жить его идеями, надо продолжать его идеями и продвигать их в жизни. И не просто вот один раз в году, в день рождения, или когда будет ему 80 лет, вот сказать, вот мы отмечаем его день рождения. Нет. Кураков, он был не только для Чувашии важный, он превзошел и Чувашию, и границы России. Это мирового значимость имел. Кураков для Чувашии как Че Гевара для Аргентины, как Фидель Кастро для Кубы, как Ясер Арафат для Палестины, как Хуго Чавес для Венесуэлы, как Нельсон Мандела для Южной Африки. Кураков – это любовь, Кураков – это знамя, Кураков – это милосердие, Кураков – это единство, Кураков – это дружба, Кураков – это объединение, это согласие, это взаимопонимание. И мы должны к этому всегда стремиться, этим жить и этим в жизни притворить. Сохранить его память – это продолжать его дело, продолжать его идею. Его дело не должна никогда загнуться, не должна умереть. И тогда Кураков всегда будет с нами. Поэтому мы, как преданные его дела, преданные его друзья, мы продолжим то, что он не успел доделать, именно исходя из его принципа, его отношения к людям, к народу своему, к миру. Так что спи спокойно, дорогой Лев Пантелеймонович, ваше дело будет идти дальше и вперед, и будет всегда добиваться больших успехов.
Уважаемые зрители нашей выставки, сегодня открывается у нас очередная выставка. Она посвящена в том числе и Льву Пантелеймоновичу Куракову, моему земляку, которого я лично и очень хорошо знал. Ну, мне приходилось общаться с ним конкретно. Человек был интеллигентный, воспитанный. Очень интересно было с ним общаться. Не раз мы встречались на его родине. Писал этюды когда-то там. Ну, что можно сказать о Льве Пантелеймоновиче? Он был выдающимся человеком, без сомнения. Но мы, в свою очередь, являемся продолжателями его дела. Занимаемся и просвещением, и культурой. Пишем картины о дружбе, о сотрудничестве между народами. Вот, как раз он являлся в свое время большим знатоком зарубежья, бывал во многих странах, где сеял как раз вот эти самые зерна сотрудничества, дружбы между народами. Мы глубоко его чтим, уважаем и будем продолжать его дело в этом направлении. Когда я был в Палестине, как меня принимали палестинцы, как они угощали, чаепитие организовали небогатый народ, и они, как его организовали на улице, когда я рассказывал, что приехали солнечные чуваши из России, кофе-питие, а потом я сам организовал, и началась такая большая дружба. Вот эти встречи искренние, исходящие от души, они являются именно сигналом того, чтобы мы должны уметь дружить. Я согласен с вами с той постановкой вопроса. Сильнее дружбы Нет ничего. Да. единственное, ничего нет. Я всегда говорил, сегодня хочу сказать вслух. Это сильнее, чем атомное другое оружие. Сильнее этого духовное оружие. Сильнее этого единства. Другого быть не может. Народ показал, наш советский народ, одержав победу в Великой Отечественной войне, уничтожив фашистов, показал, что такое единство. И единый народ, единая сила – это непобедимая сила. И поэтому, откровенно скажу, мы с вами находимся на верном пути. Мы выполняем линию президента Российской Федерации, главы нашей республики. Наша задача заключается в том, чтобы делать все для того, чтобы между нами никаких вопросов не было. Если возникают какие-то вопросы, мы должны сесть за столом, чай пить, кофе пить, разговаривать, обсуждать. И кто не так себя ведет, сказать: дорогой товарищ, ты не так себя ведешь. И делай так. И учись у нас. Мы должны поправить не с точки зрения того, чтобы раскритиковать его, уничтожить. Нет, с точки зрения того, чтобы он с нами был вместе, поднялся на уровень народного единства, согласия и мира. И не допускал никакие другие ненужные шаги и действия. Это очень важно. В этом сила нашей большой, великой дружбы.
дорогие друзья. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ахлан ва сахлан бикум. Главное, а'азза, биюфна аль-кирам. Добро пожаловать всем вам, дорогие друзья. В этот день, когда мы вспоминаем великого сына чувашского народа Лев Пантелеймонович Кураков. Это человек, который родился и жил сиротой, но его сердце настолько заполнилось любовью, что оно могло подарить любовью, теплоту с 43-го года по 20-го года всеми народами, проживающими на территории Чувашии и на территории России. Он очень много радости людям дарил. Он настоящий просветитель чувашского народа. Он выпустил для Чувашии десятки тысяч лучших кадров, лучших умов, а также он и для зарубежных стран выпустил очень много тысяч прекраснейших кадров, которые на сегодняшний день у себя в странах занимаются как профессиональные кадры и вспоминают об этом великом человеке. Мы не должны вспоминать его только в его день рождения, 4 января, а должны постоянно, что мы и делаем всегда. У нас ежемесячно несколько мероприятий, в котором мы о нем говорим, вспоминаем, потому что Кураков – это не просто какой-то ученый, какой-то академик. Кураков – это идея, это мысли. Если человек физически ушел из нашего мира, то его идеи всегда будут жить. Кураков – это любовь, Кураков – это патриотизм, Кураков – это гордость нации. И не случайно ему в 2020 году именно это звание дали. Я хочу сюда пригласить, дорогие члены и члены Совета, российское отделение, палестинское православное палестинское общество сюда на сцене. Уважаемые, прошу вас. أصدقائي الأعزاء، البروفيسور الأكاديمي ليف بانتليمونش كوراكوف ولد يتيما، ولكن قلبه كان عامرا بالمحبة وأهدى الحب لكل الشعوب التي عاشت وتعيش على أرض شواشة وروسيا، وأضحى من الرجال العظماء في تاريخ هذا البلد وخارج، ليس فقط شواشة وإنما خارج روسيا والعالم أيضا. Итак, вручаем удостоверение Мидхату Алимзяновичу Шакирову, член Совета Императорское православное палестинское общество. Прошу сюда. Это общество и в этом году исполнилось 140 лет. Аль-Муназзама Ад-Даулия الجمعية الفلسطينية الروسية أصبح عمر هذا العام 140 عام. Наш замечательный художник Павлов Александр Вячеславович, удивительный, прекрасный художник, который пишет картины, которых нет аналогов в мире, член Совета Императорское православное общество. هذا أحد أهم المبدعين الفنانين الكبار اللي برسموا لوحات لا يوجد لها نظير في العالم. У нас еще присоединилась к нам Ирина Павловна из Ханты-Мансийска, которая переехала жить в Чувашию. انضمت إلينا أيضا السيدة إرينا بافلوفنا، ديكان بسيكولوجيستي فاكولتيت، هي ديكان في البسيكولوجيا في خانت-Мансийск، أصبحت تعيش الآن في جمهورية تشيفاشيا، ونحن سعداء أنها انضمت لنا. А также свидетельство вручается Албауи Басам Фатхи.
сегодня мы вспоминаем достойного великого человека Чувашской земли Чуракова. В честь него сегодня будут говориться важные слова, будет выступление, будет выставка картин. Так совпало, что сегодня еще и состоялось заседание Чувашского регионального отделения Императорского православного палестинского общества, где обсуждались и сегодняшние мероприятия, и отчет о проделанной работе за год. Были многочисленные выставки. Об этом сегодня говорили члены Императорского православного палестинского общества. Говорили о планах на будущее. Определились с тем, что кроме выставок будут организовываться фестивали. Планируем выходить на образовательные организации Чуваши, говорить о важном, продолжать организовывать выставки, фестивали. Поэтому память о великом человеке в Чувашии будет прирастать и деятельностью Императорского православного палестинского общества. В моей жизни Лев Пантелеймонович Кураков оставил неизгладимый след, как человек, который действительно был большим политическим деятелем, общественным деятелем. Человек, который очень многое сделал для жизни не только людей, которые проживают в Чувашии, но и во всей нашей Российской Федерации. Работая ректором Чувашского государственного университета, я уже был с ним знаком, это практически с 80-х годов прошлого столетия. Он показал себя незаурядным человеком, поскольку мы имели договора с Чувашией по подготовке студентов для Республики Мариэл, и он нам оказывал очень большую помощь в подготовке кадров различного направления, различного уровня для экономики и социальной жизни Республики Мариэл. Будучи возглавляя Ассамблею народов Чувашии, мы с ним заключили договор о совместной деятельности нашей ветеранской организации профессионального образования Республики Мариэл и Ассамблеи народов Чувашии. Мы часто проводили совместные мероприятия, научно-практические конференции, выезжали и встречались друг с другом, общались с ветеранами, были на различных ветеранских встречах, и, конечно, это позволило нам ближе познакомиться. Это был человек большой человеческой души, горячего сердца. Он многое делал для простых людей, помогал, чем он только мог, работая и возглавляя этот ответственный участок президента Ассамблеи народов Чувашии. Последние годы Лев Николай Пантелеймонович очень многое сделал для развития движения ветеранского и в Республике Мариэл. Он принимал участие в подготовке съемок фильма «Движение в Республике Мариэл». Он принимал участие на наших различных мероприятиях ветеранов, в праздновании столетия комсомола Республики Советского Союза и комсомола столетия Республики Мариэл. Мы очень близко познакомились, дружили, и, конечно, память о нем останется на долгие-долгие годы в моем сердце и у многих ветеранов Республики Мариэл. Это человек, который действительно является большим государственным и политическим деятелем, и он всегда будет служить примером для всех нас, которые сегодня несут это знамя по жизни на нашей земле. Вы являетесь одним из представителей нашей ассамблеи, вы отвечаете за международные отношения и днем и ночью работаете, пашете и работу выполняете на общественных началах. Это очень здорово. И все у нас представители, которые проживают в Чувашской республике, около 130 национальностей, не считая студентов, которые приезжают из других стран, тогда гораздо их больше. И это, конечно же, все народы живут дружно, мирно. И нам очень приятно, новый глава нашей республики Олег Алексеевич Николаев уделяет исключительно большое внимание вопросам укрепления дружбы народов. И он первым пришел к нам на встречу, собрал всех представителей национально-культурных объединений, перед нами поставил задачи, о нас добрые слова говорил и поставил новые задачи, которые мы должны выполнять в дальнейшем. Мы хотим мира, согласия, дружбы
единства. Другого пути мы не видим, другого пути и не ищем. Дом друга является у нас примером именно вот этого такого подхода. И нам очень приятно, когда к нам приезжают представители разных народов, в этот дом заходят в выходной день, в воскресный день, дети заходят, пенсионеры заходят, ветераны заходят, женщины заходят, сильные, здоровые спортсмены или больные, все мы одинаково относимся. И когда с ними говоришь о делах наших повседневных, они говорят: спасибо, нам больше ничего не надо. Как будто мы получили несколько тысяч рублей подарок, потому что от разговора мы выиграли гораздо больше, чем посетили какой-нибудь ресторан. В этом заключается сила наша. И сегодня мы продолжаем возрождать идеи и реализовывать миссию Льва Пантелеймоновича Куракова. 3 года назад, 25 января 2020 года, в День российского студенчества, первый межнациональный фестиваль «Альма-Матер», который проходил в гостеприимных стенах Дома дружбы народов, был открыт при поддержке крестного отца иностранцев Льва Пантелеймоновича. Почему Куракова называют крестным отцом иностранцев, спросите вы? 30 лет назад по инициативе и при поддержке Льва Пантелеймоновича Чувашский государственный университет имени Яковлева был открыт для принятия первых иностранных студентов для обучения и подготовки кадров. Первые иностранные студенты были из Палестины. Сегодня Лев Пантелеймонович снова откроет это дружественное мероприятие, которое собрало в теплой, дружной обстановке всех вас, дорогие друзья. И в этом уютном зале Национальной библиотеки Чувашской Республики международный фестиваль «Альма-Матер» имени Куракова планируется проводить каждый год 29 ноября в Международный день солидарности с палестинским народом. Дорогие студенты, наша любимая молодежь, от всей души, от всего сердца поздравляю вас с Днем российского студенчества. Наша студентская молодежь, наши студенты самые лучшие, самые талантливые, самые добрые, самые красивые, самые умные. Я горжусь, что в Чувашской Республике родоначальником приглашения студентов-иностранцев был академик Кураков, который 90-е годы в начале, во время еще разрухи российского государства, пригласил первых студентов в Чувашскую республику, Чувашский государственный университет. Я должен вам сказать, они, минуя Москву, минуя самые продвинутые города России, приехали в город Чебоксары, а потому, что Чувашская республика самая красивая, гостеприимная, добрая республика. Здесь живут представители 128 национальностей. Они живут дружно, в мире, и вы являетесь именно теми людьми, теми студентами, которые эту линию поведения продолжаете, претворяете в жизнь. За это вам огромное человеческое спасибо. Сегодня по всей России проводится это мероприятие во всех вузах, во всех колледжах, во всей системе образования, потому что это замечательный праздник не только студентов, но всех людей, всего российского народа, всего населения Чувашской республики. В нашей республике обучаются студенты из 50 государств мира.
Мы гордимся, что вы любите нашу систему образования. Вы любите нас, а взаимно население Чувашской Республики любит вас. Наши двери для вас открыты, Дом дружбы народов для вас открыт. Всех приглашаю в зал. Давайте будем сегодня танцевать, петь, веселиться и радоваться. Добрый день всем. Сегодня замечательный день. Тут мы собрались в Национальной библиотеке для того, чтобы почтить память великого сына чувашского народа Льва Пантелеймоновича Куракова. Я его знаю много лет. Я тогда, с тех пор, как я работал еще в университете в ЧГУ, он был ректором. Вот, и тогда я только начинал отдел международного сотрудничества. У нас было много проектов в университете. И потом здесь, уже в Ассамблее народов, проживающих в Чувашской Республике, мы тоже постоянно общались, было много мероприятий совместных. Вот. И то, что вот мне больше всего запомнилось, как он нас провожал от Дома дружбы на велопробег Победы в Аньковский район. Эти велопробеги у нас были традиционные. С 2005 года мы начали совершать такие велопробеги, и они продолжались до 2020 года. Ну вот последний раз, когда мы с ним общались, это было на форуме в 2020 году в Доме дружбы, когда я ему вручил благодарность от Чувашской республиканской общественной организации «Велосипедное движение «Солнце на спицах». Я являюсь председателем этой организации, и мы очень благодарны Льву Пантелеймоновичу. И он нас всегда поддерживал, всегда нас встречал, провожал, говорил напутственные слова. Я его вспоминаю только добрыми словами. Это замечательный человек, Кураков Лев Пантелеймонович. Спасибо вам большое, что пригласили меня, доктор Басам. Спасибо большое, что пригласили. Я очень рад быть здесь, среди своих друзей Льва Пантелеймоновича Куракова. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо большое. Я знаю, что вы его верный друг, поэтому мы вас пригласили. Сегодня присутствовать его в жизни, это очень важно. Самый близкий. Человек преданный, это человек. Человек не преданный, это вообще не. Да. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Когда я учился в университете, к сожалению, мое время учебы не было в годы работы там великого преподавателя, педагога Льва Пантелеймоновича Куракова. Но узнал я его позже, был поражен его трудолюбием, усердием в работе, в отношении, об устройстве отношений между людьми. Он великий человек, настоящий педагог, добрый, справедливый, честный. Всегда во время всех моих встреч я не уставал восхищаться этим великим человеком. Дорогие друзья, хочу сказать, что Лев Пантелеймонович Кураков был совесть чувашского народа, совесть России, человек, который посвятил всю свою жизнь распространить любви, идеи объединения. И так как он открывал этот фестиваль 3 года тому назад, как вы видите, сегодня он его открывал. Также это выступление перед вами озвучено. Хочу сказать, дорогие друзья, что Чувашия будет всегда гордиться, что на ее земле родился и жил этот
Кураков. И все, кто жили при нем, его узнали, имели с ним отношения, с ним работали, будут всегда говорить: я жил при эпохе Куракова. Это человек, который умел простить. Это ведь надо уметь простить тот, кто тебя предал. И мы сегодня, присутствуя здесь, я чувствую, самые преданные, самые близкие люди Куракову находятся здесь с нами. И студенты, которые его даже раньше не видели, не знали его, но они о нем слышат и видят сегодня впервые. Спасибо им за то, что они рядом здесь с нами. Я хочу сказать, что Кураков не только для Чувашии был большим человеком, большим другом был для нашего палестинского народа, для арабского народа. И он посетил Палестину. Он посетил Палестину и постоянно, всю жизнь мне рассказывал о его воспоминаниях о Палестине. Спасибо вам всем, дорогие друзья, что вы присутствовали с нами. أصدقائي الأعزاء الطلبة العرب والأجانب، أنا بحييكم وبشكركم من أعماق قلبي لأنكم اليوم موجودين معنا هنا في هذا اليوم التاريخي لشعوب شواشيا وروسيا في ذكرى الأب الروحي للشعب الشواشي كوراكوف ليف بنتليمونوفيتش. أنا بتمنى لكم النجاح والتوفيق وتتخرجوا من هذه الجامعة اللي كان بقودها وبرأسها كوراكوف ليف بنتليمونوفيتش، واللي جعلها من أفضل 10 جامعات في كل روسيا، بين 6000 جامعة ومعهد أثناء رئاسة لها 20 سنة متواصلة. بارك الله بكم جميعا وألف تحية لكم أحبتي. Oh,
الفرسان واليارى للكلام والنساء مجدنا وعهدنا واجب إلى الوفاء Прикасаясь все равно
Лев Пантелеймонович Кураков был великим человеком для нашего прекрасного народа. И я благодарю судьбу за то, что я сегодня здесь, принимаю участие в вечере памяти в честь него. Я благодарен судьбе, что я лично был знаком с Левом Пантелеймоновичем Кураковым. Мы вместе участвовали на мероприятиях, в каких-то проектах. И я вспоминаю его только теплыми словами. И всегда буду придерживаться тех слов, которые тех наставлений, которые он мне дал. Спасибо ему. Душе моей угасла не совсем, но пусть она воспольщит тревожи. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, грубостью, ревностью томил. Я вас любил так искренно, так нежно, когда я вам Бог любимой подруги. Я вас любил так искренно, так нежно, когда я вам Бог любимой Воздух, солнце,
несколько слов сказать о Льве Пантелеймоновиче. Удивительный человек, миролюбец, очень образованный, интеллигентный, много сделавший не только для Чувашии, но и для всех народов, объединявшихся под нашим замечательным, под эгидой мира. И я думаю, что он стоит того. Дальний родственник моей матушки, семьи Чекушкиных. Благодарность большая. Я училась в университете под его руководством, когда он был ректором. Благодарю вас за то, что дали мне возможность сказать теплые слова об этом человеке. Фестиваль и выставка имени Льва Пантелеймоновича Куракова сегодня открывает доктор Басан, мой друг. Кураков тоже мой друг, поэтому я сегодня здесь. Добрый день, дорогие друзья. Чем дальше от нас уходит день, когда мы потеряли близкого нам человека, тем ярче проявляется значимость Льва Пантелеймоновича в сознании тех, кто был рядом с ним в период его жизни. При жизни мы редко обращаем внимание на человеческие качества, работоспособность, самопожертвование во имя общих ценностей. Это как бы так и должно быть. Но если этого человека с нами больше нет, мы начинаем понимать, какой бриллиант нами утерян, и восполнить его вряд ли удастся. Поговорка «незаменимых людей нет» полностью утрачивает свою актуальность после потери таких талантливых людей. Лев Пантелеймонович останется в наших сердцах добрым, целеустремленным и неимоверно работоспособным человеком. Его труды многим помогут оценить значимость человека труда, человека-изобретателя, человека-исследователя. Вечная память нашему дорогому другу. Старый клен стучит в стекло, приглашает нас с друзьями на прогулку. Отчего мне так светло? От того, что ты идешь по берегу. Отчего мне так светло? От того, что ты идешь по берегу. Снегопад давно прошел, словно в гости к нам опять вернулась. Отчего так хорошо? От того, что ты мне просто улыбнулась. Отчего так хорошо? От того, что ты мне просто улыбнулась. Погляди на небосвод, как сияет он безоблачно и чисто. Отчего гармон поет? От того, кто-то любит гармониста. Отчего гармон поет? От того, кто-то любит гармониста. Старый клен.
Работала в ЧГУ, преподавала психологию, все виды психологии. Ну и поэтому была как-то сопричастна к деятельности этого человека. Ну, конечно, он был на своем месте. Он, конечно, много сделал для науки и очень, мне кажется, много сделал для стран, тех, которые нуждались в медицинской помощи. У нас очень хорошие медицинские факультеты. И там, значит, вот эти все его преподавания и общежития, которые он для студентов делал, большое значение имеет. Мне кажется, Кураков заслуживает большой памяти, внимания к этой личности. Спасибо. О-о-о.
стану рядом с этим великим человеком. Картина Мидхат Алимзянович Шакиров. В картинах можно увидеть очень много интересного. Художник — это все-таки человек, который видит то, что мы, простые люди, возможно, не видим. Художник, его сила картины, она картина хорошая может жить 100, 200, 300 и более лет. Много лет может жить. И вот как прекрасно написал эту картину наш дорогой Мидхат Алимзянович Шакиров. Это один из величайших людей чувашского, который родился на чувашской земле. Вот палестинский художник из города Рамаллах показывает палестинского мальчика, который мечтает стать птицей, чтобы полететь, увидеть родину, вернуться к себе на родину. И вот здесь разные палестинские художники и российские художники, которые через искусство показывают своего отношения к миру, показывают свое отношение к дружбе народов, показывают свое отношение к патриотизму, к любовь к родине. Я хочу, чтобы вы всегда поддерживали этот вид искусства, это дипломатия, это нежная, прекрасная дипломатия, которая обогащает душа любого человека на свете. أنا عاوز أقول لكم أحبائي الطلبة إن الفن التشكيلي نوع من أرقى أنواع الدبلوماسية الشعبية. الفن التشكيلي لما بيجي فنان برسم لوحة أنت بتتخيلها له ممكن تعيش 50 عام 100 عام 1000 عام، قد تعيش أكثر من عمر أي دولة إمبريالية أو دولة استعمارية أو نظام قمعي. اللوحات الفنية تعكس حضارة الشعوب، ثقافة الشعوب، تاريخ الشعوب. مثلا لولا المصريين القدماء كان الآن مصر كانت فقيرة، لكن المصريين القدماء رسموا كل حياتهم وتاريخهم. عشان هيك الآن مصر كشعب يتمتع بحوالي 70% من تاريخ العالم. اللي رسموا فلسطين سواء الفنانين الروس او الفنانين الفلسطينيين يستحقون منا كل الاحترام والتقدير. Спасибо всем, дорогие друзья, наших замечательных художников, которые писали Палестину душой. И среди них даже присутствует у нас сегодня Маслова Валентина Ивановна, замечательный художник, который уважаем, любим, ценим и считаем, что она очень много интересных картин написала для Палестины и ради укрепления дружбы между народами России и Палестины. И палестинская выставка 38-я по счету имени Льва Пантелеймоновича Куракова и Дня солидарности, Международный день солидарности с палестинским народом считается открытой. Она перед вами. Вся эта выставка и картины. Палестина очень богата своими цитрусами, апельсины, мандарины, оливки. Все изображено очень высокое мастерство. Вот на другую сторону видим стремление палестинцев к свободе, что флаг никогда не отпустит. Как Палестина живет в каждый из палестинцев, которые покинули свою родину вынужденно, под пулями. Куда бы он ни шел в мире, он несет родину с собой. Россияне здесь у себя живут на родину, у себя, а палестинцы родина в них живет. И вот это разница.
Сейчас для вас прозвучит следующая песня на итальянском языке «Я буду любить тебя». Sai
Alger. Палестинская национальная одежда Сухай и Марго. Сейчас, друзья. Национальная одежда Алжира. Палестинская национальная одежда Сухай и Марго. Русский национальный одежда. Спасибо большое вам. Tell me why there is sadness in your eyes. I don't wanna say goodbye to you. Love is one big illusion. I should try to forget, but there is something left in my head. You're the one who set it up, and you're the one to make
صورتي في غير القمر عيونك ضويتي الولاي يا جمال بنتي وين كنت يا نشمة شغلتي عيونك خرجتي في الظلام ليا صورتي في غير القمر عيونك ضويتي الولاي يا جمال بنتي وين كنت يا نشمة هذه مصر وكل الشرق الأوسط. تحيا مصر وتحيا فلسطين. يلا لسه شباب لسه.
بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي 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 يا نور العين 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 يا ساكن خيالي يلا أجمل عيون بالكون أنا شفتها الله عليك الله على السحرة أجمل عيون بالكون أنا شفتها الله عليك الله على السحرة عيونك معايا عيونك كفاية عيونك معايا عيونك كفاية تنور حبيبي 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 نور العين 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 حبيبي نور العين يا اسماعيل يا زياد غالي قلبك نداني وقال لي تحبيني الله عليك الله طمنتني قلبك نداني وقال لي تحبيني الله عليك الله طمنتني معاك البداية وكل النهاية معاك البداية وكل النهاية معاك النهاية حبيبي 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 نور العين حبيبي 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 نور العين حبيبي 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 نور العين حبيبي حبيبي نور العين حبيبي 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 نور العين يا ساكن خيالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي
большой мир. Каждый день, каждый его час. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. Я возьму понесенный хвост, буду плыть в смелом густом дне. Там вдали, там возле синих звезд, солнце земли будет светить мне. Я возьму этот большой мир. Каждый день, каждый его час. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. Асдыхай الأعزاء, дорогие друзья, этот день состоялся сегодня. И как бы кто бы не мешал, чтобы этот день не был, и кто был против, и кто сопротивлялся, и кто пытался мешать, все равно память великого Куракова Льва Пантелеймоновича жива и будет дальше жить. بشكركم جميعا انكم موجودين معنا هنا. انتم موجودين في حضور احد اهم القاده التاريخيين لشعوب Чувашия, Руси, واهم العلماء الكبار. Дорогие друзья, как Лев Пантелеймонович Кураков начал, открывал этот день несколько лет назад, и сегодня он также должен его завершить. И поэтому я приглашу сюда Чугаров Виктор Александрович, кинорежиссер, который снимал фильм о Куракове, но еще его не завершил. Это знаменитый кинорежиссер, который сегодня с нами, друг Куракова. Вот. И он даст возможность завершить, а после него ходите, у нас будет круг дружбы. Пожалуйста, Виктор. Йом Жамиль, Гайфа Халька. Ирыкач, Пугар, Хакутусен. Добрый вечер, друзья. Сегодня Басам позвал меня, чтобы показать фильм про Куракова, короткий метр, но его еще нет, потому что мы начали снимать года 2 назад, так и не закончили. Поэтому сегодня я покажу вам часть ту фильма, которую я записал года 2 назад. Это как раз по теме сегодняшнего вечера. Слово предоставляется Льву Пантелеймоновичу Куракову. Патриотизм – это основная сила, которая пропитана каждый народ этой силой. И поэтому наша страна непобедима. Никакие проблемы, какие бы санкции ни были, они не тормозят, не сумеют тормозить развитие нашей страны вперед. Россия была великой, она будет великой, а потому что в этой стране проживают такие люди разных национальностей, вероисповеданий, которые каждый народ является это мерилом ценности
мерилом духовного богатства, мерилом непобедимости, человеческой совестливости, а все вместе, как единый многонациональный народ, единый народ России. Вот это наша национальность. Единый народ России непобедим, и мы в этом уверены. И мы поэтому трудимся, и мы защищаем на основе дружбы все народы, все поколения, всех возрастов, всех национальностей. Успехов всем, здоровья всем и счастья всем. И мы всех одинаково любим и всех обнимаем и всех целуем. Как всегда я говорил и говорю сегодня еще раз, сильнее этого слова «дружба», в этом слове олицетворена самое ценное, божественное, единство народов. Ничего на земле нет. Мы сегодня отмечаем как бы трагические события. Но я не хотел бы сегодняшний вечер превратить в трагедию. Я хотел бы сказать о том, что мы это мероприятие проводим для того, чтобы эти трагические события ни одного народа никогда на этой земле не происходило, чтобы всегда на земле царила дружба, согласие и мир. Палестинский народ – многострадальный народ. Я несколько раз бывал в этом государстве. Я знаю, какой души и какого сердца, какой внутренней силы этот народ. Сегодняшние события показывают о том, что во многих уголках земного шара происходят, к сожалению, трагические события, которые связаны именно неумением руководителей страны дружить, любить других людей, других государств, другой национальности, другого вероисповедания. Надо уметь любить, как говорил наш великий просветитель, и ненавидящих вас людей. Мы должны знать, каждый народ должен определять свою судьбу. Сам народ имеет право выбирать, как жить, кого выбирать. Это очень важное направление нашей деятельности. И мы должны сказать всем, и прежде всего поддерживая палестинский народ, мы поддерживаем самих себя, мы поддерживаем своих людей. Иначе быть не может. Поддержка палестинского народа – это поддержка своей родины, своего государства. Такая война может прийти на любую землю, любое время, если не умеем дружить. И поэтому я хотел бы сегодня сказать еще одну такую мысль. Я думаю, доктор Басам Майдуров подтвердит. Надо любить всех. И среди еврейского народа очень много друзей, замечательных, людей, которые уважительно относятся к палестинскому народу. И, конечно же, не надо думать, что все евреи против палестинского народа. Такого не бывает. Но сионизм – это враг, это такое течение, которое всегда сопровождало и проводило военным действием. И мы должны бороться именно этим злом. А любить надо
Вот в этом зале находятся представители многих народов, и они сегодня будут выступать. И мы, конечно же, любим и марийцев, и чувашей, и татар, и русских прежде всего. Кто у нас? Мордва здесь. Азербайджанин сидит, руководитель ассамблеи. И так далее, и так далее. Это очень важно. И поэтому, проводя эту сегодняшнюю встречу, вот студенты подошли сейчас из разных высших учебных заведений, они обучаются у нас, они показывают пример, они получают образование здесь, становятся послами Чувашской Республики, Российского государства в других странах. Они будут сеять добро, они будут сеять согласие и мир. И мы должны поэтому всех уважать, всех любить, всех ценить. А палестинскому народу сказать: правда победит всегда, но путь, к сожалению, правды очень длинный, не очень легкий, но все равно правда рано или поздно победит. Я убежден, что вы займете свое достойное место на своей земле, и обеспечите развитие своего палестинского государства, и все в этом уголке будет мир, и будем мы молиться Аллаха, и будем Аллаха и Богу молиться, пусть Он нам дарит большое будущее человеческое счастье. Спасибо вам за это. Эволюция, невзгоды. Стал человек венцом природы. Как стал таким за много лет, нам ясен должен быть ответ. Отличия есть у всех людей, у взрослых, молодых, детей. Национальность, кожа, цвет, у каждого здесь свой секрет. Глаза, разрез, оттенки, цвет также имеют свой секрет. Но несмотря на все черты, едины в мире я и ты. Придя в наш дом, встретил его, мэтра и друга своего. В всеобщей дружбе он стремился, и нашей дружбой я гордился. Лев Кураков, великий духом, земля ему пусть будет пухом. Мы не оставим его дело, к цели его стремимся смело. Он нас учил в согласии жить, между народами дружить, не забывать наш славный век, в котором каждый человек. Браво! Как можно отнять жизнь? Как можно выключить свет? Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Человеку знать не дано, Сколько времени будет он жить, но дано выбирать одно. Как ему с этим временем быть? Жить, 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 жить.
и до конца себя отдать. И до конца себя отдать. Жить, жить, жить. Как научиться просто жить с людьми родными рядом быть, Вместе мечтать, вместе любить и каждым мигом своим дорожить. Как можно простить врагу? Как не перейти черту? Как слезы сдержать в груди, видеть рассвет впереди? надеяться и верить. Прошлый день уже не вернуть. В этом будущей жизни суть. Передать, сохранить, простить нашим детям здесь еще жить. Жить, жить, жить. Жить, жить, жить. Жить, жить, жить. Жить, жить, жить. От счастья по небу кружить. И вновь поднимется заря. Заря поднимется земля. Заря поднимется земля. Жить, жить, жить. Как научиться в мире жить? Объятиях утренней зари, просто любить, просто мечтать, сердцем своим этот мир согревать. Я помню себя в свои 18. Музыка, спорт, стремление меняться. Тогда в мой успех никто не верил, но вопреки сумел я подняться. Я помню, как все кричали мне мимо. Учеба, работа невыносима. Единственный сын, единственный шанс. Дипломом ГУ, это мой стимул. В моей же истории все по-другому. Вылетел с курса, не одобрили дома. Тогда мне сказал один мой знакомый, что самый богатый в стране из детдома. Я слышал диагноз, я был-то в больнице. Смотрел им в глаза, смотрел прямо в лица. Уныние ноль, желание жить не парочку лет, а минимум 30. Минимум 30, минимум 100. Никаких если, никаких но. Уныние якорем тянет на дно. Пора все менять, все решено. Я сделал себя, чем ты хуже. Ты можешь так, но чем ты хуже. Хватайся за шанс своими руками. Меняй свою жизнь вместе с нами. Жить, жить, жить. Как научиться просто жить. Не воевать, не убивать, а человеком просто стать. А человеком просто просто жить.